Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Лара Володина. Встретили мы Егорку и кошку с котенком. Песика Норда, куратора Веры, в самолет не пропустили. Опять сняли, уже дважды, и опять перегруз. Лапка. Лапка, дай лапку. Лапку даешь? Лапку даешь? Дай лапку. Дай лапку. Видишь, Егорка. Егорка красавчик. Это хорошо. Это хорошо. Танцуй. Танцуй, танцуй. Где моя девочка Алиса? Где моя девочка? Алисик. Алисик. Ты моя красавица. Самая красивая кошка на свете. Алиса. Самая красивая девочка на свете. Ты моя самая терпеливая. Привет, хорошая, хорошая. Так, отсюда надо помнить убирать. Да, уберите, пожалуйста, если вам не трудно. Сейчас поедем, все. Кто там? Ты положила водичку на все хорошее. Сиди сейчас ты будешь на месте. Вот. Егорка наш золотой приехал. Худенький мой сладкий. Попил наконец-то водички, успокоился. Да никого нету, не бойся. Проверочку, наверное, дадим, потому что залысины есть. Проблемные участки на коже. Худенький. Ну давай тут лучше пей. Наконец-то Егорка у нас. Жалко, что не сразу в семью. Мальчишка очень социализированный, к человеку тянется, ласковый, непугливый, только осталось откормить. От плохой жизни шерсть тусклая, клоками, худющий. Так хочется радовать таких детей хорошей жизнью и едой. Но хорошая жизнь может быть только в семье. Инстинкт, надо, если что-то покушать, то надо оглядываться, как бы сейчас не порвали. Вот такой добрый у нас приехал. Вот такие молоденькие зубки. Подросточек, скорее всего. Егорку все ждали. Все спрашивали, где Егорка, где Егорка. Он в руки у вас? Чего? Руки. Да нет. Нет, мой сладкий. Нет. Да, Маш? Ой, какой. Дети сладкие. Маша, я тут завезла собачку. Вот какой. Ты мой золотой. Ты мой золотой. Такой телеваться. Да, потелевались мы с тобой. Будем ласково с тобой обращаться, гладить тебя будем. Там тебя брюсик ждет. Да? Конечно. Ну, хороший. Гладкий у тебя стоп. Ну-ка, покажи лапоньки. Где-то у тебя были залысины. На внутренней стороне, что ли? Ну ладно. Ну что ты прижимаешься? Ну что ты прижимаешься? Да узкий у тебя, хороший узкий. Узкий на макушке. А вот это очень тяжелое для твоего уха. Очень тяжелое. Ну ты весишь, наверное, килограммчиков 16, да? Может, кто-нибудь тебя увидит, захочет такого сладкого мальчишку. Такого доброго мальчишку. Мы тебя покажем, понимаешь? Да, вот. Вон какие по вкусу. Вот такие ребрышки тут у нас. Что, спокойно стоит, да, вообще, настолько доброжелательно. Ага.
Очень добрый. Хвостиком виляю. Кверху пока не поднимаю, потому что я немножко боюсь. Ой, Дима хороший. Иди сюда, чтобы показать всю красоту этого ребенка. Вот какие мы хорошие. Да? Хорошие? Ушки вот так поставь на макушке. Вот мы какие кружочки. Вот, ой. Угу. Ласковый. Ласковый ребенок. Да ласковый ты ребенок, ласковый. Мы же тебя ждали. Тебя многие хотели видеть уже, прилетевшую. Переживали, когда тебя один раз сняли с рейса. А сегодня другую собачку сняли с рейса. Нордика. Вот. Вот такой ласковый, добрый. Килограммчиков 16 этот шоколадный наш мальчик. Будем откармливать его. Вот. Да? Хороший ты? Хороший. Что ты такой, сестра? Главное, живой, малыш. Тебя спасибо. Давай. Давай на асфальт ты встанешь, тебя тут будет лучше. А пока бытовка вместе с Брюсом. Осторожно их познакомили, кобели все же. Один откормленный, крупный, другой несчастный, небольшой. Конечно, волнительно, но пока агрессий друг к другу нет. Отдельных мест на каждого тоже нет. Может, кто захочет взять в семью. Ребенок совсем до года, благодарный, что спасли, что вытащили его из ада. Друзья, наверное, многие забыли про эту кошечку с малышом. Мы показывали их месяц назад. Домашнюю кошку выкинули с новорожденным котенком. Давно бы их разорвали собаки, в опасном месте они находились. Но мы забрали, спасли. И месяц они ждали своего самолета. Постоянно задаю себе вопрос: зачем спасаю, если некуда их везти, если негде передержать? И никому они не нужны, помощи нет. А если не пристраиваешь одних, а у меня таких много, значит, не спасу всех последующих. Но попробую рискнуть задать вопрос к своим подписчикам. Может ли кто-нибудь взять к себе, хотя бы передержать? Вот такая хорошенькая, аккуратненькая, домашняя кошечка. Домашняя киска. Так, и кто там еще? Кис-кис-кис. Вот такой я. Вот такой же мухрошка. Маленький. Иди сюда, иди.
Добрючая девчушка Дана, которую спасли за 5 минут до ее гибели, когда ее рвали собаки в ППЖ, снимая с нее кожу и в итоге оторвав хвост, находится в стационаре клиники. Получает лечение. Перевязки, которые плохо держатся на ее обрубке хвоста, постоянно слетают. Но, надеюсь, заживет ее рана. Надеемся, что кошмар для нее на этом закончится. Ну, а Демушке нашему ночью проведены 3 операции. На глаза по новой удаляли глазное дно и веко, зашивали разорванную ткань у полового члена и удаляли семенники с новообразованием и гистологией. Фото и видео пока у нас нет. Только по телефону сказали, что операции прошли хорошо, в штатном режиме, что все нормально. Демушка уже встал на ноги, восстанавливается и даже выходил сегодня на прогулку. Ждем, какой нам выставят счет. Сбор на оплату клиники продолжается, друзья. Помогайте, помогайте этим собакам. У нас по-прежнему очень мало фин-кураторов на Егорку и на Дему, а на Даночку вообще нет фин-кураторов. Вылечим их, но вы их не разберете, а передержка стоит денег. Куда им деваться после клиники? Нам по-прежнему нужны фин-кураторы. Это их ангелы, их помощники до пристройства на этих 3 собак. Откликайтесь, пожалуйста, напишите на WhatsApp на любую сумму. Пожалуйста, друзья, ведь мы вместе с вами их спасли.